Доброе шахризабское утро. Сейчас едем пробовать самый вкусный тандыр-гушт, по мнению местного жителя. Он находится в Китабе. Китаб — это перевал, ну то есть в районе перевала. Попробуем, расскажем вам. И если вкусно, то, конечно же, поделитесь своими мыслями. Очень опасно вот эти вот камни. Но смотрите, вот каждый по отдельности. Я вот тут как он там лежит, этот булыжник. Мы приехали на перевал за Китабом. Китабский перевал, скорее всего, да, он называется. Точно не могу сказать. Вот тут называется место Шара. Шара. По мнению нашего друга, это Гайрат Ага. Он местный, он всю жизнь прожил в Шахризабсе. И он говорит, что это очень крутое, очень вкусное место. Здесь готовят лучший тандыр-гушт. Вот сейчас будем проверять, смотрите. Вот такое вот заведение. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Но места, конечно, уникальные. Вот эти булыжники, вот смотрите, они уникальные. Огромные валуны лежат просто на склоне. И вот в этом месте, даже смотрите, вот вывеска, вот. Смотрите на вывеску. Даже в этом месте, вот камень какой, Шархара. Давайте пойдем. Проверим, что там к чему. Вот начинаются торги. Обязательное приветствие. Свой-чужой. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ну вот смотрите, какое место. Вот люди, смотрите. Прям вода проходит мимо них, протекает. Очень прохладно, уютно. Я думаю, что в жару самый раз. Мы приехали рано, сейчас раннее утро, часов 9. Люди еще не собираются. Народу мало, но в обед здесь все полное. Обратите внимание, как сервируется стол. Обязательно напитки, пепси, сладости, сладкие напитки. Вот, если оно стоит, это как бы бесплатно, да, но если вы что-то откроете, то это, конечно, вам посчитает счет. Но это делается для того, чтобы все время не таскать. Официант потом приходит, смотрит, что вы взяли, что взяли, то и посчитает. Открывается на долину. Это Китабский перевал, да, считается? Да. Китабский перевал, ага. Это вот Китаб, это вот это, да, вот? Или дальше? А Шахризабс где? Дальше, да? Да. Ага. Ну, он там вдалеке. Вдалеке, вон там Шахризабс. Китаб, и вон там вдалеке Шахризабс. Сейчас будем пробовать. Тандыры, вот, смотрите, они прямо возле дороги находятся. Любой желающий может посмотреть. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тандыров. Сейчас будут открывать. И наш заказ примут. Вот. Вот здесь тандыры находятся. Ну так, ветерочки есть. Прохладненько. В целом. Вот такие валуны, смотрите. Они просто лежат друг на друге. Выглядят они интересно, необычно.
Я бы даже сказал, самобытно. Традиционный набор. Это салат, помидоры, огурцы, очень вкусный, лук и райхон. И это сызме. Ну, сызме это как такой густой кефир. Он такой кисленький, солененький. Классно. Инструкция говорит, разделите, говорит, еду, говорит, на 2 части, чтобы удобно было кушать. Не, я не могу. Ага. Чёртак сухьем? Чтобы было удобно, это вам. Чуть-чуть магия видела, Ответственно разливает чай. Самый. Обычно хозяин разливает чай. Вот нужно 2-3 раза свернуть, чтобы лучше заварился. И в Узбекистане, если вы знаете, чайник в пиалушку всегда не наливается полный. То есть наливается половинку. Меньше даже. Даже меньше половинки. Ну, чтобы свежий, горячий чай, чтобы не остывал. И как бы больше взаимодействия, да. То есть сама вот этот вот акт, сам акт разлива, когда предлагают чай, это как бы больше сближает, больше общения, больше коннекта. И вот смотрите, сейчас вот у нас человек, который нас пригласил в эту чайхану, вот он сейчас разливает чай и сейчас начнет передавать. Вот смотрите, раз, передал. Смотрит дальше, вот пиалушки собирает. Так, вот еще одна пиалушка. Но я не перестал сам. А чай пьют все время. В жару, в холод, он утоляет жажду, согревает. Это по-настоящему национальный напиток. Целая культура чайная. В зависимости от региона пьют разный чай. Здесь какой чай пьют? Зеленый или черный? Это зеленый. База. Это черный. Это черный 100%. А какой обычно вы пьете, шахризапси? Зеленый. Зеленый, да? После плова зеленый. А, А утром сладкий фладер, уже черный. черный. Черный сладкий, да, лучше? Да. А в Ташкенте не черный пьют? Большинство черный. Черный. На Мангане тоже зеленый, вот большинство пили. Вот по региону отличается предпочтение. Вот смотрите, вот есть такая штука. Это сызме, такой густой, чтобы понятно было, густой греческий йогурт. Да, чтобы всем было понятно. Вот такой вот хлеб, его называют нон. Он песочный. Сызме мощный. Чуть-чуть остынем. сейчас Принесли зажарим. мясо. О, подача красивая. Очень красиво. Это я понимаю. Вот смотрите, мясо свежий. Давайте попробуем. Что это видно? Это реально вкуснее, чем тогда мы его кушали. Прям во рту тает. А, это разница? А, это в Казани вот так накрывается, да? Я думаю, это тандер. Это джез, это не тандыр кебаб. До тандыра, подготовка к тандыру. Репетиция тандыра. Да. Это получается масса. Да. Это вот массу сильно начинаешь жарить, а потом воду наливаешь и крышку закрываешь. Говорит, что в любой культуре употребления мяса есть свои правила. Вот, допустим, здесь, если вы 200 грамм мяса съели, вам нужно съесть 200 грамм салата. Вот так принято. А поэтому надо вот эти вещи понимать, да? Не есть одно мясо. Не просто так вместе с мясом подают
Ну, клетчатку подают овощи. Bu Это тандыр? cizibes yok. Bu do tandira еще o'shani Промежуточный вариант. da. Да? Bitta 20 tutib turasizlar qovurg'achalardan. Ага. Так, ну это тоже, судя по всему, неплохо будет. Это очень много. Yo'q, yo'q. Qovoni o'zi hazil Это называется qiladi. джизбыс. Qovun, Такое до красна жарится мясо, смотрите. Вон, видите, какой вид красивый получается. Подача, вот здесь уже лимончики, ташкентские, узбекские лимоны, вот эти вот, они с мандарином скрещенные. Они не такие кислые, их можно кушать спокойно. Вот, видите, в горячее нагретое масло кидаются вот такие вот штуки, вот смотрите, такие вот ребрышки, жарятся до красна. Yo'qmi, olaman bittasini olaman bo'ldi bu. Zamonan g'ayrat. Ani hali turibdi, mayli, mana shunday. Bo'ldi, qo'ying baxtini qo'ying. Oling. Limon nimadan olib bering? Это вкусно. Limon, Это вообще... qolgan salat bor. Вот такой лук, белый репчатый, он очень вкусный. В нем вообще нет горечи, не чувствуется уксус, интересно замаринован. Вот этот лимон, ташкентский лимон, видите, он такой, у него яркая кожура, оранжевая. Это гибрид, смесь лимона с мандарином. Он имеет кислинку, но он не кислый, как лимон. Одно из открытий тоже это помидор. Они очень здесь вкусные. Не знаю, ну, в Крыму такой не встречается. Если встречается, очень редко. Я не знаю почему. Здесь везде вкусный помидор. И вот такие салатные помидоры, салатные помидорные салаты, где есть помидор, огурец, лук, они самые классные. Помидор имеет вкус и запах. Это вот тандыр гушт. Вот так выглядит тандыр гушт. Выглядит так. Что, пробуем? Mana shu joyimizda qovurg'acha ustida. O'zot tanlab oling o'zi jon nima bor go'shtda. Он совсем другой по вкусу. Yo, bir-biriga emas, tandirni qovurg'asini yeydilar. Menga qarang. Tandirni eng shirin joyi mana shu bo'ladi, ota. Va bitta shuni ko'ring. Этот намного лучше, чем тот. Да? Джизбыс, тандыр. Просто вкуснейший вариант, вкуснейший момент. Смотрите, вон там шурпу несут. Шурпу несут, вот. Вкуснейшая вообще еда. Значит, джиз — это мясо в казане с крышкой, когда закрывают, оно такое распаренное. Потом джизбыс — это когда до красна жарят. Прям в масле, в горячем масле до красна жарят. И тандыр гушт — это которое вот мясо делают в тандыре. В общем, сейчас я вам покажу. Вот здесь, когда поели, вот здесь касса. На кассе, ну, в общем, рассчитывайтесь на кассе. Сейчас пойдем посмотрим
тандыры, они стоят на улице, их видно, открытые, и можно, любому желающему можно посмотреть прямо возле дороги. Вот так вот выглядит заведение. Вон там мы сидели, где я сейчас показал. Довольно-таки большое заведение, действительно большая посадка, очень свободно сидится. Даже я уверен, что даже если будет много народу, все равно будет уютно, комфортно. Вот, прямо с дороги. Шаршара Тандыр Кебаб называется. Ассаламу алейкум. Вот так вот все это дело выглядит. Они, видите, находятся на улице. Вот там один запечатанный. Чехармах мункун. Вот, видите, тандыр запечатанный. Готовится к отдаче. Ну, глина, видите, сухая, это потрескалась, уже получается. Вот, отсюда уже достали. Раз, два, три, четыре, пять, 6 тандыров. Вот, видите? Вот эта глина, которую замазывают, делают герметичность. Ну, то есть формируют герметичность. Вон те тазики синие достают мясо уже. Готовится все на дровах, никакого газа. Вот так это все дело выглядит. По моему мнению, это самый вкусный тандыр-кебаб, который я ел. Понятное дело, что я не обладаю огромным опытом в этом деле. Я здесь на перевале, у нас, я уже показывал вам, вы, скорее всего, это видео уже видели. Другое место, там больше объем, там много народу, больше народу. Но я уверен, что здесь он вкуснее, действительно вкуснее. А в целом по Узбекистану, конечно, напишите, где вы ели самый вкусный тандыр-кебаб. Я это место рекомендую. Все было вкусно. 3 блюда: джис, джис-спес и тандыр-кебаб. Все 3 блюда были вкусные, салаты были вкусные, в общем, рекомендую. Поэтому, если вы будете в Китоп, Китопский перевал, он характерный, он узнаваемый. Увидите вот такую вывеску. Обязательно попробуйте. Я уверен, что вы не останетесь равнодушными к этим блюдам, так называемым мили таумлары, то есть народные блюда. Все, а мы движемся дальше. Пока.